В республике от новой коронавирусной инфекции выздоровело 16 пациентов. Глава Якутии Айсен Николаев установил дополнительные ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции. 16 апреля. Первая партия из 3 миллионов медицинских масок прибыла из Китая в Якутию. Маски в первую очередь будут распределены между медицинскими работниками, санитарными врачами и правоохранительными органами. Об этом сообщил Айсен Николаев в ходе своего брифинга. Якутия наращивает объем исследований на коронавирус. В тестовом режиме начала работать лаборатория в селе Мая Мегино-Кангаласского улуса. Власти Якутии в условиях пандемии прорабатывают меры поддержки региональной авиакомпании, работа которой важна для республики с учетом больших расстояний и сложных климатических условий. В частности, авиакомпании «Якутия» намерены выделить кредит на сумму порядка 600 миллионов рублей из разных источников, сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев. Якутская республиканская клиническая больница получила современный бронхофиброскоп. Масштабная закупка медицинским оборудованием и препаратами выполнена в Якутии благодаря призыву главы республики Айсена Николаева региональным компаниям внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. 17 апреля. Минздрав Якутии увеличил количество лабораторий, проводящих исследования на коронавирус. Впервые исследования на коронавирус начали проводить в лаборатории города Алдан. В Якутии из резервного фонда направлено более 286 миллионов рублей на мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Посол Российской Федерации в Республике Филиппины Игорь Хаваев отправил благодарственное письмо Айсену Николаеву за эвакуацию российских туристов спецрейсом авиакомпании «Якутия», благодаря которому на родину удалось доставить 171 гражданина России, включая 17 детей. Глава Якутии провел прямой эфир в 4 социальных сетях – ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники, где ответил на вопросы якутян в режиме онлайн. В связи с увеличением количества заболевших COVID-19 в республике, Айсен Николаев призвал глав районов усилить работу по предупреждению распространения коронавируса на местах и поручил муниципальным образованиям, где прогнозируется большое количество заболевших, развернуть дополнительные обсерваторы. 18 апреля. Глава Якутии Айсен Николаев с 20 по 30 апреля 2020 года приостановил перевозку пассажиров судами на воздушной подушке на реках Лена и Алдан. Оперативным штабом совместно с Роспотребнадзором по Якутии создана специальная карта с адресами, где зарегистрировали случаи заражения COVID-19. Также на нем указаны дома, в которых проживают лица, находящиеся на самоизоляции. В Якутии пасхальные богослужения прошли с ограничительными мерами и транслировались в прямом эфире через телевидение и социальные сети. В Алдане и Ленинском, где действует режим полного карантина, храмы были закрыты для прихожан. 19 апреля. В соответствии с указом Айсена Николаева, железные дороги Якутии с 20 по 30 апреля приостановили трансфер пассажиров по маршруту Нижний Бестях-Якутск. Будьте в курсе последних событий здесь и сейчас.